А моя презентация сейчас. Экзамен, сейчас сидели на экзамене сегодня. Сюда уже можно, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем нашу работу. Сегодняшнее наше собрание Республиканского методического объединения завершающее, итоговое. Значит, мы будем выстраивать работу следующим образом. Значит, согласно нашего информационного письма, которое было заявлено, и темы, которые были заявлены, у нас немножечко получилось отступление, потому что по уважительным причинам из-за болезни коллеги не смогли участвовать. Значит, и поэтому мы чуть-чуть изменили ход работы собрания. Значит, на сегодняшний день мы с вами поговорим о математическом образовании в Республике Коми, остановимся в частности на концепции математического образования в Российской Федерации. Также будет вопрос о роли диагностики в достижении планируемых результатов. Это из опыта работы Нины Николаевны Черных, учитель начальных классов русской гимназии города Сыктывкара. Кроме этих вопросов мы с вами будем обсуждать и подводить итоги работы, которые были проделаны за 2017-2018 учебный год, и рассмотрим некоторые предложения планирования на следующий учебный год. Значит, ну вот в самом начале, наверное, хотелось остановиться на как раз основной теме, которую мы с вами будем рассматривать. Это концептуальная основа преподавания математики в начальной школе. Мы сегодня буквально, наверное, только, так скажем, вскользь пробежим, потому что это очень серьезная тема, требующая достаточно много времени, поэтому эту тему будем обсуждать. Эта тема, извините, пожалуйста, технические проблемы. Все. Просто у вас тут было свернуто. Это ваше, да? Да. Эту тему мы будем обсуждать не только сегодня на собрании. Я думаю, что, наверное, достаточно много собраний будет еще посвящено этому, и достаточно много мероприятий будет посвящено этому вопросу. Поэтому мы остановимся на некоторых моментах. Итак, ну вот не случайно я в своей презентации взяла слова Ященко, значит, Ивана Валерьевича. Он говорил так: желание думать — лучший помощник на экзамене. Почему не случайно? Потому что действительно концепция, о которой мы сейчас ведем речь, концепция математического развития, она изначально, наверное, развернула подход в образовании как раз по математике, да, в сторону мыследеятельности ребенка, в сторону формирования умений работать с информацией, умение высказать свои мысли, умение построить правильную речь именно в уроке математики. Итак, значит, распоряжение правительства Российской Федерации 24 декабря 2013 года номер 2506-Р, значит, положило начало как раз концепции развития математического образования в Российской Федерации. Здесь вот такими бледными голубыми буковками есть сноска, вы можете потом воспользоваться. Все материалы будут находиться на сайте, на страничке «Начальная школа», значит, Республиканского методического объединения «Начальная школа». После этого последовал приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 апреля 2014 года номер 265 об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации концепции развития математического образования. Значит, ну и чуть позже, значит, также, да, у нас в Министерстве образования и науки был создан приказ наш республиканский, который тоже положил начало действию модернизации математического образования.
Итак, значит, ну вот значение математики в современном мире в России, как ее определила концепция? Ну, во-первых, говорим о том, что математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-технического прогресса. Это качественное математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в современном обществе. Ну и без высокого уровня математического образования, конечно же, невозможно выполнение поставленной задачи по созданию инновационной экономики, реализации долгосрочных целей и задач социально-экономического развития Российской Федерации. Очень большое значение, как видите, да, имеет математика в современном мире. Какие же были задачи поставлены концепцией математического развития? Значит, ну вот глобальные задачи, которые были выдвинуты концепцией. Первое – это модернизация содержания учебных программ математического образования на всех уровнях. Вторая задача – обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, формирование участников образовательных отношений установки нет неспособных к математике детей и обеспечение уверенности в честной и адекватной задачам образования государственной итоговой аттестации, предоставление учителям инструментов диагностики. Третья задача – обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов. Четвертое – повышение качества работы преподавателей математики. Очень глобальные, большие задачи стоят. Да? Пятое – поддержка лидеров математического образования. Шестое – обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся математические способности всех условий для развития и применения этих способностей. И седьмое – популяризация математических знаний и математического образования. То есть вот такие большие задачи глобальные были продиктованы концепцией развития математического образования в Российской Федерации. И вы знаете, что с тех пор произошло достаточно много изменений. Мы сегодня с вами будем останавливаться только на начальной школе и, наверное, в основном на одном моменте. Итак, значит, какие же проблемы развития математического образования были выявлены? Ну, во-первых, мотивационные. Я думаю, что ни для кого не секрет, что достаточно низкая учебная мотивация школьников не дает хорошего высокого результата, в частности, в математическом образовании. Это и перегруженность образовательных программ общего образования, это и устаревшее содержание наших учебников. А вторая проблема, которая была объявлена, это проблема содержательного характера. Она говорит о том, что выбор содержания математического образования на всех уровнях образования продолжает устаревать. То есть на сегодняшний день мы работаем с недостаточно качественными учебниками, и вы знаете, что они находятся сейчас на доработке, на экспертизе, и очень нуждаемся прямо уже в новом содержании учебников. Значит, остается содержание формальным, оторванным от жизни, нарушена его преемственность между уровнями образования. Значит, следующее, что фактическое отсутствие различий в учебных программах, оценочных методических материалах, требованиях промежуточной государственной итоговой аттестации и так далее. Математическое образование в образовательных организациях высшего образования оторвано от современной науки и практики. Кадровые проблемы. На сегодняшний день у нас не хватает учителей и преподавателей образовательных организаций высшего образования, которые могут качественно преподавать математику. И мы это с вами видим по результатам, по итогам результатов участия в конкурсах различных, в частности, «Учитель года», насколько мало и редко бывает учителей, которые готовы представить свой опыт на уровне республики. Цели и задачи, вот я уже озвучила, да, концепции математического развития достаточно глубокие. Основная же цель концепции – вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире. И, как уже показали исследования, это вполне возможно. И буквально вот за несколько лет, с тех пор, как была разработана концепция математического развития, мы поднялись на достаточно высокий уровень
образования. Я думаю, что мы положим достаточно много материалов именно по этой теме на страничку Республиканского методического объединения учителей начальных классов, где вы можете прочитать, познакомиться и обсудить. И концепция также будет иметь место на этой страничке. Кроме этого, на страницу мы расположим план мероприятий по реализации концепции развития математического образования в Российской Федерации, чтобы вы могли ознакомиться, посмотреть, увидеть, что уже успели сделать. Мы, значит, адресую также вас на Кроме этого, вас адресую на сайт Института развития образования, где вы можете тоже ознакомиться с теми новинками, с теми возможностями, которые у нас уже разработаны, которые проводятся в Институте развития образования в Республике Коми, в Министерстве образования по математическому развитию. Ну, наверное, сейчас непосредственно я предлагаю вам обратиться к тому, что происходит у нас в начальной школе, как выполняется план реализации концепции развития математического образования именно в начальной школе. Концепция озвучила основные направления реализации, в том числе дошкольное и начальное общее образование. Второе направление – основное общее и среднее общее образование. Третье – профессиональное образование. Четвертое – дополнительное профессиональное образование, подготовка научно-педагогических работников. И пятое – математическое просвещение, популяризация математики и дополнительное образование. Вот, в частности, рассмотрим начальную школу и дошкольное. Дошкольное и начальное общее образование, значит, подразумевает под собой создание таких условий, прежде всего предметного пространства, информационную среду, образовательной ситуации, средства педагогической поддержки ребенка для освоения воспитанниками различных форм деятельности именно в математической направленности. В начальном общем образовании представлен широкий спектр математической активности, то есть различных занятий обучающихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности, и прежде всего решение логических и арифметических задач, построение алгоритмов в визуальной и игровой среде. Вот хочу немножко остановиться как раз на внеурочной деятельности, которая у нас реализуется с введением федерального государственного образовательного стандарта. На сегодняшний день внеурочная деятельность нам, наверное, должна быть подспорьем в реализации концепции математического развития Российской Федерации. Значит, знаю, насколько знаю, что у нас по Республике Коми достаточно хорошо развита именно организуется внеурочная деятельность в рамках математического образования, в том числе и реализуется очень хорошо программа Людмилы Георгиевны Петерсон «Мир деятельности», которая как раз работает по формированию алгоритмических умений ребенка, что очень важно. Значит, самым первым шагом в начальной школе в рамках концепции развития математического образования стала модернизация образования и изменение подхода в образовании математическом. В данном случае я хочу сказать о том, что в начальной школе вместе с математикой мы реализуем в том числе и информатику, новый предмет, который пришел в начальную школу. Значит, такая возможность, да, такое соединение информатика-математика дает возможность формировать у детей алгоритмическое мышление. Данное мышление включает в себя систему мыслительных приемов, направленных на решение каких-либо задач, при решении которых необходимо соблюдать четкое правило, правильно выстроить свой алгоритм, возможно, только при определении чужого алгоритма. Поэтому очень важно правильно выстроить образовательную среду с введением двух вот этих вот предметов, с реализацией двух этих предметов. Основными задачами курсов информатики в начальной школе является формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы с ней, в том числе с использованием компьютера, основные понятия информатики, ее свойства, смысл описания, оценка, роль человека в преобразовании и создании новой информации,
Первоначальное представление о компьютере, основные устройства компьютера, организация информации в компьютере. Представление об информационных и коммуникационных технологиях, компьютер как исполнитель алгоритма, ну и другие задачи. Умение выстраивать свою деятельность на основе алгоритмов является одной из основных компетенций в начальной школе. Поэтому важно на данном этапе развития ребенка ставить ее во главу, что позволит формировать у учащихся специфические универсальные учебные действия, связанные с алгоритмом, а именно умение исполнять алгоритм, следуя пошаговым предписаниям для знакомого или нового задания и получать конечный результат. Умение изменять алгоритм для выполнения нового задания, схожего с предыдущим заданием, и давать ему новое имя новому алгоритму. Умение привести примеры, когда для выполнения задания можно воспользоваться различными алгоритмами. Находить и исправлять ошибки в алгоритме. Умение записывать алгоритм, который они использовали при выполнении задания. Участвовать в составлении алгоритма для выполнения задания, аналогично предыдущему. Умение самостоятельно составлять алгоритм, который может быть исполнен другим человеком, а также уметь продемонстрировать получение ожидаемого результата в процессе исполнения алгоритма. Вот я уже повторяюсь, еще раз повторяюсь о том, что очень удачный курс как раз мир деятельности у Людмилы Георгиевны Петерсон нацелен именно на работу с алгоритмом. Значит, я думаю, что, наверное, вот более подробно с концепцией как раз математического развития математического образования в Российской Федерации можно будет ознакомиться в папочке у нас, да, методические материалы, где вы можете прочитать, ознакомиться, обсудить этот вопрос, а может быть предложить ваш опыт. Хочу предложить сейчас слово Черных Николаевне, как раз с ее опытом, вот, а потом перейти к следующему вопросу, который у нас как раз заявлен по подведению итогов работы нашего республиканского методического объединения. Николаевна, пожалуйста, вам слово. Так, подойдите сюда. Добрый день, уважаемые коллеги. Я представлю свой опыт работы по диагностике и мониторинге обученности учащихся в рамках достижения планируемых результатов обучения. Как вы понимаете, что согласно национальной образовательной инициативе, главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ребенка. И поскольку школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации, этому как раз обучают диагностику. Диагностику здесь следует рассматривать не только как средство оценки достижения результатов, а именно как умение, как школу или науку, умение ставить перед собой цели, достигать этих каких-то результатов, да, и находить свои ошибки и уметь исправлять их. Цель диагностики в таком большом смысле – это внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки результатов обучения, определение пробелов в обучении, подтверждение успешных результатов, планирование последующих этапов учебного процесса, мотивация с помощью поощрения за успехи в учебе, ну и улучшение условий учебы для ребенка. В своем классе я диагностику начинаю учить диагностике детей уже с 1 класса. Сейчас, когда еще нет оценок в 1 классе, мы учим их просто видеть ошибку у себя, да, с помощью эталонов, с помощью рисунков каких-то, да, с помощью готовых уже ответов таких, да, чтобы ребенок просто научился сравнивать свою работу и работу чужую или работу на эталоне.
находить свою ошибку и ставить перед собой цель, как можно исправить ее. Вот. И если в последующем, да, с 1 класса по 4 класс, в последующем, конечно, эти умения у ребенка совершенствуются, и в 4 классе ребенок уже достаточно, даже не видя эталона перед собой, просто глядя на свою работу, он может сам найти свою ошибку уже и исправить ее сам. Да? И если мы будем говорить о ученике, который сам, ну, об оценке его работы, то во многих КИМах так прописано, что ошибка, исправленная самим учеником, не считается за ошибку. Да? Это тоже как бы стимул ребенку, чтобы он сам искал, да? Чтобы он сам себя немножко диагностировал. Вот итоги этой работы, мониторинга обученности учащихся за 13-16 годы, как раз со 2 по 4 класс, мы с вами видим, здесь у нас не понимаю, что у нас тут уже. Это предметы: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир. Да, и мы с вами видим, вот из года все-таки растет обученность учащихся, ну, частично как и за счет того, что они умеют диагностировать свою работу. Да. Несмотря на то, что вот класс, который как раз вот здесь представлен, диагностика работ представленная, класс был не очень сильный, достаточно там много было слабых учеников с речевым развитием, поэтому как русский язык у нас немножечко так западает ниже. Несмотря на это, ребята все почти научились, и к концу 4 класса результаты все-таки выросли. И вот если мы здесь вот это, в этой таблице, в этой диаграмме представлена обученность по итогам годовых работ, итоговых оценок, то в следующей диаграмме, сейчас, в этой диаграмме, здесь результаты по промежуточной аттестации за 3 года. То есть тоже вот не видно, какие там предметы, да? Вот, все предметы представлены. Можно сделать вывод, что диагностика действительно помогает обученности. Еще как мы работаем. Вот здесь есть карта успеха, она висела долгое время у меня в классе. Здесь все считаем и пишем. Здесь каждую проверочную работу мы при проверке, да, если 1 класс, то мы ставим просто плюсы и минусы. Каждое задание, вот, как бы, каждое проверяемое умение прописывается, да, и дальше идет результат. Да, дети уже сами как бы видят, где у них результат низкий, да, где у них там минус стоит, над чем им поработать. Вот, и где-то к концу 1 класса, по 2 классу дети приучаются. У нас есть в классе карточки, специальный шкафчик с карточками, такими дидактическими материалами. И здесь можно даже на переменке, где-то на большой переменке или после уроков в группе продленного дня позаниматься, взять какую-то работу, там, скажем, на ЖШИ, там, с разделительным мягким знаком или на вычислительные навыки, и просто порешать, поработать с ними. А это тоже как бы помогает здесь, мотивирует ребенка на то, чтобы он позанимался и улучшил свои результаты. Ну, вот. Так, работа. Я думаю, что и в математическом, что мы сегодня рассматриваем, тоже вам очень даже поможет, если каждый ребенок будет знать свой результат с самого начала. Нина Николаевна, наверное, какие-то вот разработки, вот то, что у вас там таблица успеха есть, да? Наверное, мы тоже приложим, да, в этот письменном виде как-то, да, материалы эти. Ну, у меня есть, да, только я не успела распечатать. Распечатать. Да, нет, мы можем просто приложить в электронной форме для того, чтобы вы увидели все, да, вы могли воспользоваться. Хотела еще сказать, для контрольно-измерительных материалов, для проверки проведения, я не придумываю их сама. Я беру просто из тех, которые есть по программе.
И тетради. Тетради для проверочных самостоятельных работ, их достаточно много в любом УМК, и с ними можно работать. Относительно ОМК, да? Да. А как вы работаете с ВПР, вот заданиями всероссийской проверочной работы? С заданиями ВПР сейчас тоже есть тетрадочки, а когда я выпускала этот 4 класс, их еще мало печатали, и не все родители их могли приобрести, и мы работали в электронном варианте. Прямо с экрана высвечивалось, дети отвечали, кто хором, кто там группами, кто... Мы по-разному работали. Да? Один на один ребенку иногда страшно, и поэтому мы начинали работать сначала коллективно, вот всем классом работали, потом мы начали работать в группах, да, несколько так прошли вариантов, а потом уже приучились, ребята стали работать. Приучились, это в смысле как приучились работать, вычитывать правильно да, задания? читать задания. Трудно, трудно. Были такие формулировки, что детям было непонятно. В учебнике такая формулировка, а формулировка в КИМах другая совсем. А проблемные задания были, которые вообще никак не могли без вас решить? Эти? Задания со звездочками очень сложные, да, сложные задания. Вот логическое мышление, если мы будем брать математику, а по русскому языку составление текстов, связная речь. Западает, да, потому что вот года 2 назад результаты ВПР, когда мы просматривали, анализы делали, и там именно вот было показано как раз на развитие речи, проблемная зона развития речи по республике. Написать небольшое сообщение, дети уже... У вас как-то работает урочная деятельность, как-то эти программы работают вот на такие проблемы? Да, мы как раз в русской гимназии, мы сейчас во внеурочной деятельности, вот 2 хорошие программы. Это программа слова, которая как раз на развитие речи работает. И вторая «Умники и умницы» — это как раз вот на развитие логического мышления. Она, наверное, очень у многих есть в школе, да? Да, она разработана, там и методическая, и тетрадочки есть, и все хорошо разработано, поэтому мы за ним взялись. А до этого тоже у нас были просто математические ступеньки, например, мы были, сами разрабатывали. Мир деятельности, вы правильно сказали, мир деятельности. У вас реализуется он в школе? Не всеми педагогами реализуется. Помогает очень, правда? Да, говорят. Очень помогает, да. Организация учебной деятельности особенно. Особенно 1-2 классы, когда приходят, я не знаю, я ученик, они так сразу я ученик, и когда еще там... Ассоциация, конечно, да. С малышами еще надо играть. Это игровой ход не очень хорошо. Спасибо, Нина Николаевна. Спасибо. Вам спасибо. Еще хочется поговорить как раз техническое. Что-то техническое у нас. Вот, есть. Еще хочется поговорить как раз по работе, да, по нашей непосредственной работе Республиканского методического объединения. Сегодня у нас завершающее собрание. Прошло их всего 4 собрания за учебный год 1917-18 учебный год. Значит, ставили следующие вопросы. Тема первого собрания была организационная, когда мы выбирали и уточняли списки членов Совета Республиканского методического объединения, планировали на учебный год, то есть такое вот организационное собрание. И поначалу у нас было такое видение, что в каждом республиканском методическом объединении должно быть не менее 20 участников, так как у нас 20 районов, 20 участников, членов Республиканского методического объединения, которые как раз были бы рабочей группой, организовали бы деятельность. Вот. Через них можно было бы выстраивать какую-то сообщение, да, связь с каждым учителем отдельно взятым. Вот. Но потом мы пришли к выводу, что, наверное, эта форма не очень удобная, так как очень сложно, во-первых, собрать очно всех членов, да, совета. Во-вторых, очень сложно под каждого подстроиться, потому что очень большая перегруженность, занятость у людей. Вот. И поэтому пришли к такому выводу и по совету Министерства образования обозначить Совет Республиканского методического объединения
не более 5 человек. Плюс 2 руководителя, которые будут входить, да, то есть получается всего 7 человек. И вот предварительные списки уже подготовлены тех людей, которые более активны, которые очень активно сотрудничают с Институтом развития образования. Я вам сейчас озвучу. Эти списки будут у нас находиться также на нашей страничке РМО учителей начальных классов. Значит, руководители остаются пока прежними. Мы их по положению выбирали на 3 года. То есть, если ничего не изменится, руководители останутся у нас прежними. Это Терентьева Светлана Николаевна и Бизани Анна Александровна. Значит, ну и члены совета. Биланова Эмилия Исаевна, доцент, кандидат педагогических наук, председатель, преподаватель Федерального бюджетного государственного образовательного учреждения высшего образования Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина. Ульянова Ирина Анатольевна, учитель начальных классов муниципального автономного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 36 муниципального образования, муниципального округа город Сыктывкар. Нестерова Эмма Николаевна, учитель начальных классов муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа села Карткирос. Микулич Анна Валерьевна, учитель начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа номер 5. Брюшкова Тамара Григорьевна, методист муниципального учреждения информационно-методический центр муниципального образования городского округа Ухта. Колипова Надежда Никоноровна, учитель начальных классов государственной общеобразовательной школы интерната гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Алексеевича Спиридонова. И сегодня я хочу еще предложить одну кандидатуру Черных Нину Николаевну, учитель начальных классов русской гимназии города Сыктывкара. Нина Николаевна очень активно принимает участие не только в нашем РМО, а еще и в РМО учителей и преподавателей комплексного курса основы религиозной культуры светской этики. Она очень активный вообще педагог, член и человек. Вот, поэтому я думаю, что предложение это будет утверждено и поддержано. Значит, вот таким образом. Сейчас списки находятся на утверждении Министерства образования. Как только они будут утверждены, вся информация будет изменена, то есть на сайте института. Далее хочу я предложить вам, сейчас одну секундочку, некоторое видение на следующий учебный год, который мы будем также реализовывать, скорее всего, но хочу сказать о том, что все документы, которые касаются планирования, они выставляются на обсуждение. У нас на страничке Республиканского методического объединения есть форум, открыт форум для обсуждения, для общения. На сегодняшний день он молчит, он мертвый, потому что там никто не заходит туда, никто ничего не пишет. Очень бы хотелось, чтобы учителя начальной школы наконец-то стали активными, проявляли активность и поддерживали начинания Министерства образования. Значит, ну, хочу сказать о том, что в том плане, который у нас был запланирован, да, мы не смогли реализовать несколько тем. Вот первую тему я уже обозначила, значит, организационное, да, было собрание. Вторая тема – особенности проектирования современного урока в начальной школе. Очень бурно обсуждалась, очень достаточно много было участников очных, да, на этом республиканском методическом объединении. Что-то случилось у нас? Что-то случилось у нас. Какие мастеры. Ага.
здесь. Так, сейчас. Извините, пожалуйста, за технические неполадки. Фломастеры мы. Итак, значит, ну вот хочу сказать, еще обратить ваше внимание на то, что значит, все, что касается планирования, будет находиться на обсуждении. Очень ждем ваших предложений. Вы можете отправлять на электронную почту, которая у вас есть, которая имеется у нас на страничке РМО учителей начальных классов, ваши предложения по деятельности, ваши вопросы, которые вас интересуют. И, конечно же, ваши заявки, если вы хотите вдруг показать что-то, какой-то опыт свой накопленный, да, интересные какие-то новинки, находки и так далее. Итак, ну вот темы, которые мы не успели в этом году реализовать. Это тема особенностей организации наставничества с целью повышения профессиональной компетентности молодого учителя. Эта тема будет рассмотрена на следующий год, она обязательно будет рассмотрена. Вот, значит, поэтому мы на следующий год ее оставляем. Следующую тему, которую я предлагаю, наверное, проработать, это модель преемственности дошкольное образование и начальное общее образование. На сегодняшний день у нас преемственность очень слабо развита и практически не общаются учителя начальных классов с воспитателями детских садов. Поэтому необходимо нам разработать какую-то, наверное, региональную модель, которая бы как раз работала на те результаты, на те требования, которые у нас прописаны в Федеральном государственном образовательном стандарте. Следующая тема, которую необходимо нам проработать, это, наверное, разработать и предложить Министерству образования дорожную карту реализации ключевых предметных концепций по основным предметам математика и русский язык именно в начальной школе. У нас пока вот этого тоже не разработано, этого нет, поэтому мы ждем ваших предложений, каких-то интересных находок. Может быть, у кого-то уже в школ есть опыт и видение свое на эти проблемы. Вот такие вопросы, которые я определила и которые возможно на следующий год рассматривать. Еще раз показываю путь, где размещается, значит, наше республиканское методическое объединение учителей начальных классов. Ну, во-первых, на сайте института это можно найти, да, то есть вот в проектах, если вы заходите на страничку проект, сразу видите самое первое, на первом месте стоит республиканское методическое объединение. Заходите туда, и там идет представление, цель методических объединений, все объединения, которые проходят, все графики собраний, которые у нас и были, и будут в будущем. Значит, находите также учителей начальных классов, то есть наша вот страничка, да, вот, кликаете и попадаете как раз на ссылочку и представление Республиканского методического объединения учителей начальных классов. Здесь представлены руководители, здесь представлены члены совета. Сейчас пока еще старый список, мы будем его обновлять. Значит, далее идет все документы наши и методическое объединение начальных классов на портале «Открытое образование». То есть вы можете отсюда выйти на портал «Открытое образование», когда щелкните, либо можете попасть через сайт. Да, значит, вот здесь, если двигаться вниз, сайт института, двигаться вниз, есть портал «Открытое образование», такая вот закладочка, мы входим туда, далее нажимаем «Педагогам» и видим, подводим курсор к педагогам и видим Республиканское методическое объединение педагогов, попадаем сюда. Здесь вам предлагается регистрация в Республиканское методическое объединение либо в муниципальное методическое объединение. Размещены различные документы, размещены новости, новостная, да, лента есть. И справа находятся как раз закладки или страницы предметных республиканских методических объединений, в том числе начальные классы. Вот если мы туда попадем,
то видим также здесь как раз вот эти 4 странички, о которых я говорила, да, где будут размещены документы по нашему собранию сегодняшнему. Далее идет предметная дискуссионная площадка, где будет предложен вам план работы на следующий год, который можно будет обсудить, то есть вписать какие-то свои предложения сюда, вот, да, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Здесь идет обсуждение документов. Вот. Далее, если двигаемся ниже, да, полезные ссылки, страничка и методическая копилка, куда вы можете предложить свой опыт. И он размещается, там достаточно уже много опыта, он у нас пополняется. Вот, поэтому будьте активны, участвуйте в работе республиканских методических объединений и предлагайте свой опыт для распространения через как раз портал «Открытое образование». Хочу ваше внимание обратить еще вот на такое, значит, на такое движение, которое сейчас как раз очень является, наверное, так скажем, что очень активно используется. Значит, по поручению министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Алексеевны Михальченковой на всех заседаниях республиканских методических объединений мы сейчас рассматриваем вопрос, связанный с использованием ресурсов российской электронной школы. Вы видели, что я просто задала РЭШ в поисковике, да, и мне сразу вот как бы вышло на как раз на страничку российской электронной школы. Вообще электронный адрес resh.edu.ru несложно найти. Значит, когда мы входим туда, видим первую страничку, да, что она нам может предлагать, что показывает, вот, что это как раз страничка, которая наполнена теми материалами, которые будут для нас играть очень важную роль и нам будут помощниками. Значит, разработчики сайта предлагают нам рассмотреть видеосюжет для того, чтобы узнать, что такое российская электронная школа. Разработчиками является издательство «Просвещение». Значит, вот мы сейчас тоже вместе с вами, я предлагаю посмотреть этот сюжет. Что такое РЭШ? РЭШ – это российская электронная школа, созданная по поручению президента. Это то, что сделает учебу в мире новых технологий проще, удобнее и эффективнее для учителей, для учеников и для их родителей. РЭШ позволит создать единое цифровое образовательное пространство. РЭШ – это современные технологии плюс качественное образование для каждого ребенка, вне зависимости от места проживания. Каковы задачи российской электронной школы? Повысить качество образования школьников. Сделать возможным график индивидуального обучения. Помочь учителям освоить новые методики. Помочь родителям заниматься с детьми дома. Сделать новые технологии частью образовательного процесса. Использовать образовательный потенциал регионов. Российская электронная школа расширяет границы процесса обучения. С РЭШ можно выйти за пределы школьного класса, совершить виртуальное путешествие в музеи и побывать на концертах. Быть на уроке вместе с родителями. Выполнять интерактивные задания. Заниматься по индивидуальному графику. Как и в обычной школе, в РЭШ есть контрольные и ставятся оценки. Как составляется программа российской электронной школы? Уроки проводят лучшие учителя страны. Программа проходит экспертизу Российской академии образования. Для учителей РЭШ – это способ создавать собственные уроки с помощью новейших технологий, а также использовать опыт коллег. База РЭШ – это самая крупная библиотека уроков в России. В ней есть методические материалы и видео, тексты и рисунки, тесты, контрольные, интерактивные задания. Ну вот, собственно, вкратце, да, что из себя представляет как раз российская электронная школа. Если так вот рассмотреть, там очень много предложений и ученику, и учителю, и для родителей, и в школе. Есть предложения театральной постановки, фильмотека очень шикарная есть. Значит, хочу сказать о том, что для использования всех ресурсов, которые есть в российской электронной школе, необходимо пройти регистрацию. Значит, на сегодняшний день для учителей начальных классов пока находится она в стадии разработки, наша страничка. Приезжал совсем буквально недавно, к нам приезжала методист
просвещения, она сказала о том, что сейчас идет очень активная разработка именно уроков наполнения страницы для учителей начальной школы. Мы будем ждать 1 сентября, возможно, что будет уже возможно будет воспользоваться всем, что там есть. И видеофрагменты, и конспекты, которые можно использовать, либо их переработать, творчески к ним подойти. То есть все, что есть, все, чем наполнено, мы можем использовать как на уроке, так же на дистанте, также во время болезни ребенка, либо во время карантина общего, либо наших морозов, которые бывают у нас на севере. Так, ну вот, наверное, подошло к концу наше собрание. То есть то, что вот мы хотели обсудить, мы с вами обсудили. На сегодняшний день у нас вопросы все исчерпаны. Все, что связано с теорией и все, что связано с концепцией математического развития в Российской Федерации, эти материалы будут все находиться на портале «Открытое образование» на нашей страничке «Начальная школа Республиканское методическое объединение». И материалы Нины Николаевны Черных тоже будут находиться там, поэтому вы можете воспользоваться. Спасибо за работу. До свидания. Спасибо.